Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Якутия-24», программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами ведущий Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Реаниматолог. Сегодня мы поговорим об этой важной специальности. Только в России анестезиология и реаниматология объединены в одну специальность. На самом деле разница колоссальная. Все-таки анестезиология – это обеспечение безопасности человека во время манипуляции или операции. Реаниматология же – это интенсивная терапия, помощь человеку в жизнеугрожающем состоянии. Усилия врачей интенсивной терапии направлены на то, чтобы не дать человеку умереть, причем не только после оперативного вмешательства, когда как раз анестезиологи завершают свою работу с пациентом, но и при состояниях, не связанных с хирургией. Это инфаркт, инсульт, тяжелая сочетанная травма, отравление и многие другие. Сегодня у нас в гостях Акулина Федотова, и мы поговорим о том, как организована врача-анестезиолога, реаниматолога в Якутии, с какими сложными случаями пришлось столкнуться в практике, а также выслушаем советы о том, как правильно действовать в экстренной ситуации. Добрый вечер, Акулина Степановна. Здравствуйте. Акулина Степановна работает врачом-анестезиологом, реаниматологом в Республиканской клинической больнице номер 3 в гериатрическом центре. Ну, давайте начнем, наверное, с такого общего вопроса, с чего начинается рабочий день у реаниматолога. Так, еще раз добрый вечер, Иван Петрович. Хотела сразу прояснить то, что работа, например, планового анестезиолога отличается от работы экстренного анестезиолога. Плановый это у нас что? Мы, РБ-3, флагман, медцентр, РБ-1, а экстренный – это Центр экстренной медицинской помощи. И я уверена, что наши рабочие дни начинаются по-разному. Да? В плановой анестезиологии мы начинаем каждый день с обхода. Приходят лечащие врачи, заведующие отделениями стационара. Раз в неделю приходит, например, заведующий, начмед приходит в больницу и смотрит, какие пациенты лежат. Потом у нас начинается уже плановая работа, манипуляции какие-то, которые необходимы. Если поступает плановый пациент, у нас вот в РБ-3, например, мы принимаем паллиативных пациентов, они у нас поступают планово, это не экстренность. А в экстренной помощи, там вы сами знаете, что это работа сутками. Получается, что у них нету обходы, скорее всего, бывают, конечно, какие-то. Скорая приезжает, экстренные операции, все равно осмотры заведующих отделением, приходят хирурги. Потом, по правилам мы пишем истории болезней у пациентов. Например, в реанимации это 4 раза в сутки. Вот работа. И нет времени даже иногда бывает присесть, попить чай. Как бы это так ни звучало пафосно, но так и бывает в экстренной больнице, конечно. Но у нас поспокойнее, конечно. Если окунуться буквально в недавнее прошлое, когда была очень интенсивная пандемия ковида, безусловно, очень большую роль в спасении жизни людей как раз играли анестезиологи-реаниматологи, потому что они требовались везде, во всех больницах. Помню, тот был ажиотаж, когда люди с одной смены шли работать в больницу в другую. Вот этот опыт борьбы с ковидом дал ли какой-то толчок определенный развитию анестезиологии и реаниматологии, как направления, как науки? Как врач, вы знаете, наверное, что мы, анестезиологи, считаем себя вторым или первым и после Бога. И анестезиология, реанимация и так была развитая наука. Просто мы всегда же за бойцы невидимого фронта. Да? Обычно человек поступает на большую операцию, удачная операция, но выписывается, и в основном благодаря хирургу. Но это правильно. Конечно, основную часть работы сделал хирург, обеспечивал его безопасность, да, и чтобы все прошло хорошо, конечно, анестезиолог. Пандемия, знаете, конечно, он дал очень большой опыт, но неприятный, можно сказать, опыт, потому что столько людей мы потеряли, да, потому что мы не знали, что это такое. И люди узнали о врачах-анестезиологах, что такие есть врачи вообще, что такая существует специальность. Первые дни, да, была очень сильная нехватка, потому что мы не знали, мы боялись. Мы, например, искали врачей к себе, да, никто не хотел или были заняты.
Поэтому, ну, конечно, это дало толчок, но неприятный, потому что вот с чем это было связано, да, с пандемией, с потерей, с большой потерей людей. Ну вот если уже поговорить непосредственно об анестезиологии, которая организуется во время проведения манипуляций, операций, бытует все-таки мнение, что подача наркоза связана с последующими осложнениями у человека, и память потом хуже становится. Ну и в целом состояние пациента, наоборот, не то, которое было до проведения определенного анестезиологического пособия. Мгм. Вот миф ли это или Да, действительно все-таки есть я какие-то считаю, что это один из мифов об анестезиологии, потому что раньше, возможно, да, потому что раньше были эфирные наркозы, да, фторатан. Сейчас очень много появилось новых препаратов, которые позволяют без каких-либо осложнений проводить любые виды операций, будь то длительные операции, будь то амбулаторная хирургия. Раньше, чтобы провести какую-то амбулаторную манипуляцию, нужно было вводить человека в глубокий наркоз. Да? Это, естественно, влияло. А сейчас, сами знаете, наверное, вот есть прекрасные препараты, которые вот на игле человеку надо засыпает, на игле просыпается. Сам проходил Да в вот. свое время. Да. Поэтому, ну и то, что осложнения очень редко, конечно, я не говорю, что не бывает осложнения бывают, но на операцию какие люди идут? Помимо там, помимо плановых, например, операций, которые для косметологии, идут же больные люди, именно вот для которых требуется хирургическая манипуляция, возможно, по жизненным показаниям. И это не зависит от наркоза. Возможно, человек уйдет от тяжести вот, заболевания, по поводу которого, например, оперировали. Ну, это мое такое мнение. Ну, наверное, самый страшный сон любого пациента — это проснуться во время операции, почувствовать все то, что с ним происходит. Бывает ли такое в практике? И ну, вот сейчас это возможно ли? Ну, голливудские фильмы нам в этом помогают, что люди проснулись, они все видели, как хирурги разговаривали и что-то. Ну, не отрицаю, что такое бывает, потому что описано же случаев много, вот не только у нас, например, да. Поэтому такое возможно, но это связано именно с индивидуальными какими-то особенностями организма человека. Потому что если бы каждый человек просыпался или там каждый 10-й просыпался, это же была бы большая проблема. Если человек просыпается во время операции, анестезиолог все равно видит. Там же идет мониторирование всех жизненных функций. Тахикардия будет, то есть еще иное сердцебиение, давление поднимется, он начнет двигаться. Мы же рядом стоим, мы бдим, поэтому такое... Не скажу, что не бывает, но сейчас я думаю, что это исключено. Ну, тогда я вопрос немножко переверну. Ага. Да? Одно дело бояться проснуться во время операции, а другое дело бояться вообще не проснуться. Вот как быть с этим вопросом? Но описаны случаи, когда люди не просыпаются после операции. Но это я вот как читала последний раз, это один случай на 200 тысяч населения. Но опять же повторюсь, что это, возможно, была какая-то индивидуальная аллергическая реакция на какой-то из компонентов наркоза, потому что если мы проводим комбинированный, как люди говорят, большой эндотрахеальный наркоз, там не только один препарат, мы же используем массу препаратов, которые вот, некоторые усыпляют, некоторые расслабляют мышцы, поэтому... Возможно, бывает реакция на препарат индивидуальная, плюс еще операция. Возможно, было кровотечение, поэтому человек не проснулся. Возможно, человек получил инсульт во время операции, тромб откуда-нибудь улетел. В травматологии там бывают жировые эмболии, например. Да? Ну, то есть вопрос очень дискутабельный. Вот как раз про аллергию я хотел задать этот вопрос. Как часто встречаются аллергические реакции на... Ну, я лично в своей на своем опыте встретила 2 раза на введение релаксанта. Одна была молодая девочка, то есть без сопутствующих каких-то заболеваний хронических, 21 год ей было. И второй был мужчина лет 50. Они выдали анафилактический шок на введение только вот релаксанта. Но если до, например, вот плановой операции не было экстренных операций или человек не знал, мы, к сожалению, никак не угадаем. Это мы узнаем только во время наркоза и анестезии. Слава богу, мы все, ну, у нас же
операции, мы в операционной находимся, мы все, шок мы устранили, и все закончилось хорошо. Но они бывают, аллергии, конечно. Ну а возможно ли сразу совместить 2-3 операции за одно применение наркоза? Или что-то все-таки так вот дозированно давать? Первая операция, потом вторая. Или один продолжительный и все сразу за один? Симультанно называются операции. Делают. Мы делали 2 операции. Одна анестезия, комбинированный эндотрахеальный наркоз. Например, мы делали лапароскопическую холецистектомию, удаляли камни в желчном пузыре, плюс гинекологи приходили и оперировали, например, миому матки. Мы же как сейчас работаем? У нас пациентоориентированность. Все для человека, чтобы улучшать качество жизни человека. И получается, что человек пришел, и вот за один наркоз, за одну госпитализацию вылечил 2 свои патологии. Это же очень хорошо. Но, конечно, это надо смотреть, потому что это продолжительность наркоза получается, какие есть заболевания у человека исходно, хронические. Некоторым пациентам нельзя, например, долго проводить анестезию определенную, да? Но это возможно. 3, вот я не знаю, делают, интересно, 3 операции за один наркоз. Ну, возможно, такого опыта почему не нет? было. Мелкие, наверное. У нас 2, да, делали. Может, какие-нибудь косметологические? Ну, косметология — это совсем другой такой раздел. Да, там можно и то, и то, и то. Ну, скорее всего, так и делают, да. Вот показывают же в Инстаграме, например, за одну операцию сделали, живот убрали, молочные железы там поставили. Ну вот я Да. вот так и пошел, да, сверху донизу. Да. Вот. Ну, стоматология иногда предлагает сделать восстановление зубов как раз под Ну, сейчас, по-моему, делают наркоз. даже Да. у нас. Да. Кто вообще боится уколов, лучше уснуть и пусть делайте, что хотите со мной. Вот по поводу новых, вот как раз в начале же программы сказали, что анестезиология, она постоянно шагает вперед. Вот за последние десятилетия все-таки у вас опыт тоже есть. Какие-то изменения кардинальные произошли, что там, может, нового, какие-то тактики, технологии, оборудование было внедрено? Ага. Ну вот, когда начался ковид, пандемия, нам, конечно, поставили очень новые, современные экспертного класса аппараты ИВЛ и получили аппараты НИВЛ. Раньше же вы, наверное, тоже не слышали, чтобы прямо вот неинвазивные ИВЛ часто пользовались. Такого же не было. Были аппараты только именно для инвазивного, для инвазивной вентиляции. По аппаратам я могу сказать, что очень обновились мы и в хорошую сторону. Конечно, вот как и в автомобилестроении, самые лучшие немцы, вот тут то же самое, да, у нас есть дрегеры, очень любимые всеми анестезиологами. Также есть российские аппараты ИВЛ, которые очень неплохо себя показали. Так, по препаратам, ну вот я уже говорила, раньше были масочные наркозы, эфирные наркозы, что нехорошо влияло на мозг, ну вот как раньше считалось. Потом гепатотоксичность, то есть это все выводилось через печень. И были, ну не у всех, конечно, да, у тех, у кого были вот проблемы с печенью. Сейчас очень новые, хорошие препараты. Также в ингаляционной анестезиологии появились анестетики, которые вот позволяют не внутривенно усыплять, а именно через ингаляции. Вдыхаем специальный газ, который предназначен для наркоза, и что уменьшает количество применяемых анестетиков. И тоже считаю, что очень такой прорыв, можно сказать. Я помню, как в 90-е самый популярный аппарат был полинаркон. Да. Он, кстати, до сих пор еще у них Ро-6 тоже хороший. в больницах еще стоит. Ну, Да. простота и надежность. Да. Значит, но главное уметь пользоваться. Реаниматология все-таки, если ее выделить как в отдельную страницу в книге медицины, здесь все-таки нет места ни волнению, ни сомнению. В любом случае, я уверен, и у вас в практике бывали случаи, когда надо было применять знания, связанные с реаниматологией пациенту. Вот с какими сложностями, наверное, сталкиваетесь, как и с физической точки зрения, так и с моральной, эмоциональной во время проведения реаниматологических мероприятий? Да, ну вот как вы начали передачу, что реаниматология и анестезиология у нас только в России — это одна специальность, да?
В других странах, ну, кстати, даже в Москве, реаниматологи — это люди, которые не ходят на анестезии, они отдельно занимаются только тяжелыми пациентами. Анестезиологи только ходят на наркозы. Но это тоже интересно, да? С другой стороны, каждый день, когда ходишь на наркозы, новый пациент, новые операции, это интересно. А реаниматология, ну, скорее сложно в эмоциональном плане, когда лежат тяжелые пациенты и они уходят. В этом плане очень тяжело. Я для себя, когда заканчивала мединститут, решила, что я не буду работать с детьми и не буду работать в акушерстве, потому что это такая ответственность. Акушерство — это мама и плюс ребенок, а детство — там совсем маленькие дети, которые не могут сказать, что у них болит, например, да, или что-то случится, катастрофа, вы представляете, это нужно говорить родителям, что плохо ребенку или, не дай бог, ребенок ушел. В этом плане, конечно, очень тяжело. А физически, ну, мы привыкаем. Мы привыкаем, вы, наверное, тоже дежурили. Мы работаем сутками, например, да. Ну, уже привыкли не высыпаться и работать ночами. Было дело. Вот вы часто встречаетесь с коллегами из районов республики, ну и различные конференции проходят, и общество есть анестезиологов, реаниматологов. Как вы оцениваете возможности вашей работы коллег в районах непосредственно? Как там с оснащением? С оснащением, я думаю, сейчас уже получше, потому что вы сами знаете, что мы работаем по стандартам, по клиническим рекомендациям. То есть здесь, в Якутске, в больнице, например, в медцентре, или вот в РБ-3, и в каком-нибудь отдаленном северном районе пациент должен получать одно и то же лечение. Да? Во многих районах сейчас поставили КТ-аппараты даже, да? У них есть аппараты экспертного уровня, такие же, какие у нас. То есть пациент должен и, скорее всего, получает такое же лечение, как, например, здесь в городе. Но не всегда, конечно, я понимаю. Но очень сложно, мне кажется, работать в районах, потому что иногда один анестезиолог на весь район по штатным единицам, потому что район маленький, а он один. И получается, представьте, он все время на телефоне, ни одну минуту не расслабится, дежурства суточные, они каждый день на посту. Потом, вот, например, здесь у нас в плановой хирургии есть такое понятие трудная интубация. Я, если вот не смогла, я сразу кричу: помогите, и ко мне прибегают со всех вот залов, например, у нас 6 залов было в медцентре, хоть кто может прибежать и мне помочь. А вы представьте, далекий, отдаленный северный район, и анестезиолог один. И вот ему вот, хоть кричи, хоть ори, никто не поможет. Это представьте, какая ответственность. И очень сложно, вот то, что я говорила ранее, они работают с рождения и до старческого возраста. Потому что там родился ребенок, например, неонатологический или недоношенный, ему тоже нужно заниматься, поставить ту же центральную вену. Это же ребенок, он же не маленький взрослый, там же специфика своя. Поэтому я считаю, что очень сложно. И, ну, хорошо сейчас, что есть телемедицинские консультации, мне кажется. Они могут, вот, например, получить любую консультацию от детских реаниматологов, например, да? Или в Центре экстренной медицинской помощи. Вот прямо все показать и получить. Мне так кажется. Ну, то есть можно тогда утверждать, что все-таки современный стандарт анестезиологии и реаниматологии в районах республики он выполняется в большинстве своих случаев. Я думаю, конечно. И тогда больной, соответственно, может рассчитывать на то, что помощь ему будет оказана своевременно. Да. Пациенты с какими проблемами чаще попадают в реанимацию и на операционный стол? Ну, я понимаю, что сравнивать больницы тяжело, да, у каждого своя специфика. Ну, давайте возьмем тогда республиканскую больницу номер 3. Так, республиканская больница номер 3, как вы все знаете, это больница, которая занимается гериатрией. Да? Это у нас поступают пациенты с 60 лет с хроническими заболеваниями. В реанимацию попадают те пациенты, у которых идет декомпенсация по хроническим заболеваниям. У нас профиль терапия, кардиология и гериатрия.
Ну вот, это то же самое, что терапия, и есть неврология. С прошлого года мы начали принимать пациентов с 18 лет на медицинскую реабилитацию после перенесенных инсультов. Вот это интересно, потому что вот уже что-то новое у нас появилось. Также у нас есть паллиативные койки и оказываем респисную помощь. Респисная помощь, ну вы знаете, для вот зрителей могу рассказать, что это... Есть пациенты, которые лежат годами после перенесенных инсультов, после каких-то осложнений, связанных с хроническими заболеваниями. Они вот годами прямо, не один год, там десятилетиями лежат. Респисная помощь – это госпитализация пациента на 2 недели, на 10 дней, чтобы родственники отдохнули. Это проблема очень серьезная, потому что нам кажется, что вот, ну, что такой человек лежит, а на самом деле и физически, и эмоционально, не медикам, это очень сложно. Мы оказываем в том числе такую помощь. Нам вот такие пациенты попадают. Вытащить человека с того света можно практически каждого. Вот только здесь возникает вопрос этики. Что делать дальше? Ведь порой люди хоть и остаются в живых, но уже не узнают родных и близких, да и вообще не всегда способны ходить и говорить. Вот как раз о тех пациентах, о которых вы говорили. Вот как вам приходится справляться с этим вопросом? Когда нам сообщили, что мы будем принимать паллиативных пациентов, мы начали обучаться. Это целая наука, паллиативная помощь. И, знаете, мне было очень сложно в плане того, что там вот прямо обучают стадии горевания. Первая стадия вот принятия, потом вплоть до того там обучают, что вот если родственники плачут очень долго, больше 5 минут, вы его потом не успокоите. Даже вот так. Сложная, очень тяжелая специальность. И ВОЗ больше 30 лет назад определил, вот, оказывается, основные принципы паллиативной помощи, что смерть нужно принимать, как и жизнь, потому что вы не знаете ни одного человека, который жил вечно. Про паллиативную помощь, кто сталкивается, они знают, да, что мы облегчаем состояние человека, обезболиваем, предоставляем ему достойный уход. Например, к нам поступают вот пациенты со страшными пролежнями 4-й степени, до кости, прямо с такими большими полостями. Мы вот облегчаем, мы лечим. При выписке у них практически там, например, до 2-й степени мы вылечиваем вот эти пролежни. Обезболивание у онкологических больных, ну, проще, конечно, это делать в стационаре, хотя я знаю, что в поликлинической помощи сейчас дают пластыри, да, все можно получить на руки и делать дома. Но в стационаре, конечно, лучше. В эмоциональном плане я хочу рассказать про наш фонд. Ну, не наш. Мы взаимодействуем с фондом «Долго жить». Это оно, акционерное. И вот фонд помогает родственникам в психологической помощи. У них есть психологи для родственников и пациентов, это все бесплатно. Также наши работники тоже могут получить психологическую помощь, чтобы понять и принять, мне кажется, потому что мы как медики это все понимаем, а для родственников это очень сложно. И они даже предоставляют сиделок бесплатно вот пациентам, которые выписываются от нас, и ну, не на весь период, конечно, когда они лежат, на какое-то время. Это вот очень хорошее, мне кажется, направление интересное, перспективное, мне кажется, да. А вообще как приходится справляться с волнением, которое все равно присутствует? Без него же никак. Ну, а как? Вот как-то мы справляемся. В плане того, что я не знаю ни одного анестезиолога с простым характером. Мне кажется, вот захотел, пошел в анестезиологию, такого же нету. Все равно это призвание, мне кажется. Потому что энтузиасты своей работы. Первое время, конечно, это адреналин, когда вот мы все проходим обучение и практику в республиканской больнице номер 2. Это, как говорится, бразильская система, нас туда кидает, и мы там обучаемся интубировать, ставить вены, видим экстренность, как они работают, с какой интенсивностью, постоянно приезжают скорые, травмы, операции ночью экстренные. Это, когда ты начинаешь, это очень интересно. Вот, например, сравните, если это участковый терапевт пришел, сел, и к тебе приходит, например, 30-50 пациентов с хроническими заболеваниями, и это изо дня в день.
И вот я когда заканчивала, я точно знала, что вот, например, участковым терапевтом, там столько много работы, я понимаю, но вот мне было интереснее вот какая-то экстренность, интенсивность. Волнение было, конечно, потому что когда ты чего-то не знаешь, ты боишься, что ты вот что-то не сможешь сделать. Мы год учились вот в республиканской больнице номер 2, потом я перешла работать в медцентр. Я 18 лет работала в медцентре, начиная от санитарки и вот до врача. И нас, когда пустили на первые большие плановые операции, было страшно, честно скажу, потому что специфика же другая. Поступают на плановые операции на своих двоих, практически здоровые люди. Обнаружили что-то, и нужно это убрать, например, да? Те же операции вот в нейрохирургии, опухоли или аневризм, они приходят абсолютно вот здоровые люди, а потом неизвестно, какой будет исход операции. Это не зависит ни от хирурга, ни от... Ну, зависит, конечно, но имеется в виду, что как поведет себя мозг конкретно этого человека во время операции, мы же не знаем. И вот этот же человек должен на своих же двоих в ясном уме и в твердой памяти уйти. И поэтому было страшно. И я вот читала, у нас есть анестезиология в нескольких томах, иностранные, конечно, Морганы. Я вот читала. Завтра я знаю, что я иду на большую операцию, например, по аневризма или опухоль мозга. Я читала, вот, что может быть, какие осложнения, какие препараты, как лучше сделать. То же самое в сосудистой хирургии. Мы оперировали каротидной эндотерэктомией вот, при атеросклерозе или бифуркационное аортобедренное шунтирование. Это на аорте. Вы представляете, там, какое напряжение, да? Потому что ну, вроде как рутина, это давно делается, 20 лет, но ты не знаешь, как поведет конкретно этот человек. Вот то же самое говорила. Конкретно он поведет на введение какого-то препарата. Поэтому волнение всегда было. Но мне кажется, это неплохо, когда есть волнение. Ну вот если вернуться опять же вот к той практике, которая была, самые, возможно, запомнившиеся случаи или случаи, которые были в практике, которые прям врезались в память, и их хочется приводить как вот пример своим друзьям или коллегам. Ну, как говорится, я уже ушла с большой анестезиологии. Я вот сейчас больше работаю реаниматологом. Ну, мне запомнился один случай по санавиации. Когда я еще работала в медцентре, привезли пациента. Ему лет 50 с чем-то было. У него была расслаивающая аневризма аорты. Большой такой мужчина, килограмм 130. Мы его взяли на операцию. Хирурги прекрасно провели шунтирование, поменяли аорту. Мы потеряли, вот, не соврать бы сколько, 19 литров крови. 19 литров крови. Мы восполнили это все. Но это же в условиях медцентра, это возможно. Несколько раз мы восполнили вот ОЦК, и он нас через 3 дня перевелся с реанимации. Это я прямо запомнила. Естественно, это была не я одна, там вся бригада вот работала, все помогали, определяли, приносили. Там плазма, там красная кровь, там кровезаменители в растворах. Сами же понимаете, как это вот на тонкой грани могли быть какие-то нарушения свертывающей системы. Но оказалось так, что он, видимо, был, кроме вот аневризмы, здоровый, и все получилось хорошо. Еще же опасность по почкам, что чужеродная кровь, потом по легким, да, знаете, синдром массивных трансфузий. Вот это было интересно. Потом еще одна женщина, вот если услышат мои коллеги, они узнают. Гематология – это рак крови. Впервые поставленный был лейкоз. Молодая женщина, красивая такая пара. Муж тоже такой высокий. Он приходил навещать ее и плакал. И он говорил: я знаю, она выживет. Процент вы сами знаете какой, да, выживаемости у гематологических пациентов. Там мы перелили 68 литров препаратов крови. Ну просто мы считали вот это все, да. И она выжила. Она выжила, у нее 4 детей, все хорошо. И вы посчитайте, сколько раз мы поменяли ей кровь. Да. А про любовь к жизни могу вот привести пример с ковида. У нас поступила пациентка с кучей сопутствующей патологии. Там и диабет, там и по сердцу. Поражение было 100%. Ну, по всем показателям 100% поражение ковидом – это смерть.
Клинические анализы были страшные, инструментальные тоже. КТ показывала динамика отрицательная. С момента поступления она сказала: я выживу. И она на своих двоих пошла и выздоровела. В плане того, что любовь в жизни тоже играет большую роль. Если человек придет и сдастся, никакая вот наша помощь хирургическая, мне кажется, не поможет. Ну, вот вы говорили как раз о коллегах. Вот сколько среди них молодых специалистов? Как вы обсуждаете их будущее, возможно? Делитесь ли вы с ним опытом? Ну, у меня в отделении самый молодой специалист — это я. Да. Чуть-чуть расскажу про своих коллег. У меня 3 врача. Норина Галина Анатольевна — это корифей анестезиологии, человек, который начинал еще в городской больнице. У нее стаж анестезиологический, по-моему, 42 года. Она очень давно работает, человек очень опытный, и мне нравится очень ее чувство юмора. Такое, мне кажется, может быть только у анестезиологов, на грани такой. Потом у меня работает Евгений Александрович Аржихо, тоже очень опытный специалист. Он имеет несколько патентов по анестезиологии. Когда работал в фтизиатрии, мастер на все руки. То есть он вот интубация одного легкого, постановка за минуту всех видов центральных катетеров. Это все про него. И Александр Ильянович Васильев, очень начитанный, грамотный, умный мой врач, которому вот он мой дублер. Я очень благодарна, что у меня такие коллеги. В общем, по республике я где-то видела интервью, слышала главного внештатного анестезиолога Квиада Валентинович. Он говорил, что у нас где-то 70% только штат анестезиолога. Не хватает 30%. Это, скорее всего, в районах отдаленных, потому что там очень мало. Я знаю, что приезжие анестезиологи там работают. Но у меня 100% укомплектованность. А какие-то приметы у анестезиологов, реаниматологов есть? И верите ли вы в них? Вот это любимая классика: вперед ногами не выкатывать. Это мы, это мы все не знаем. только анестезиологи. Да. Но у нас как? У нас вот, например, не желать хорошего дежурства. Например, остаешься, вот уходит, остается только дежурная смена. Ну, хорошего дежурства, ну и 100%. Кто-то поступит, или кто-то упадет, или что-то будет. Вот однозначно. А чего желать-то тогда? Вообще ничего не желать, просто до свидания. Да-да-да, до завтра. Еще какие-то, возможно, есть? Ну, таких вот я даже и не вспомню. Ну, как обычные, как обывательские, можно сказать. По анестезиологии точно вот я скажу, что в любой больнице, когда вот уходим, ну все, пока, хорошего дежурства, и все там кричат: что такое, все. Потому что что-то будет однозначно. Еще есть понятие такое — закон парных случаев. Поступает какой-то пациент с определенной патологией, и думаешь: ох, как так? И вот буквально в тот же день или через день поступает пациент с такой же патологией. Это интересно. Но это не примета, наверное, но вы, наверное, тоже слышали такое, что вот закон парных случаев у нас такое бывает. Ну, не могу не спросить, все равно, да, тема достаточно глубокая. Все-таки в реаниматологии есть и счастливые случаи, да, и есть случаи, которые, к сожалению, заканчивались и летальным исходом. Да. А вот, может быть, есть в памяти такие моменты? Я вот просто помню, когда мы сами проходили базовый курс сердечно-легочной реанимации, нам коллеги рассказывали, что вот они реанимировали по очереди, да, почти сутки, там 25 часов, врачи скорой помощи рассказывали, одного пациента. Ну, то есть со сменяемостью. Да. Ну, к сожалению, спасти не удалось, но тем не менее вот 25 часов непрерывной искусственной вентиляции легких, массажа сердца все-таки было. Вот были какие-то такие моменты, когда тоже вот пытались, но, к сожалению, не получилось? Ну, конечно, потому что это жизнь. Такие случаи бывают и есть, они и будут. Ну вот про скорую я тоже слышала, мне рассказывали, что я слышала с положительным концом, что была гипотермия, согревали, очень долго реанимировали, человека отреанимировали, и он пошел, потом привезли в РБ-2, и парень выжил, молодой парень. Сразу скажу, конечно, это индивидуально.
или это уже ну, человек, например, 90 лет с хроническими заболеваниями, или даже 60 лет с онкологией, например, или ребенок, или подросток. Они же все по-разному будут на это реагировать. Кого-то вот буквально на 40-й минуте можно будет завести, а кого-то вот 2 часа реанимируя не заведешь. Поэтому к каждому пациенту, конечно, индивидуально подходим и оцениваем ну, вот, возможности организма. И бывает и 2 часа реанимируем. Во время ковида у нас же тоже были молодые пациенты. 2 часа мы и реанимировали. И человек выжил. Выжил. Я просто почему такой вопрос тоже задаю, чтобы и наши зрители, и в целом коллеги понимали о той сфере ответственности, в которой вы все-таки работаете, потому что вот вы сами присягаете, да, что вы там первый после Бога стараетесь спасти человека. Не всегда все получается, но самое важное, что каждый врач-анестезиолог работает для того, чтобы сохранить каждую жизнь человека, который к нему поступает, независимо от тех обстоятельств, которые связаны времени. И он старается все сделать для того, чтобы эту жизнь спасти, даже если все вокруг, допустим, могут понимать, что, может быть, там все и безнадежно. Ну и в заключение, наверное, нашей беседы пожелания коллегам и пациентам, наверное, чтобы к вам не попадали, самое главное пожелание, да? Ну, по пациентам я хотела бы сказать, что не надо бояться наркозов, это мифы. Сейчас же в интернете появляются вот такие даже статьи, что развенчиваем мифы в плане того, что после наркоза просыпаются. Сейчас очень хорошие препараты. Если вы согласились или идете на плановую операцию, нужно будет узнать, поговорить с анестезиологом, и каждый анестезиолог объяснит. И самое важное, что, например, вот мы стоим вот так, мы стоим возле головы человека. И последнее, что он видит до анестезии, это мы. И мне кажется, это очень важно. И самим анестезиологам терпение, вдохновение, здоровье самое главное, потому что в нашей жизни что? Самое главное — здоровье. Это правильно, полностью с вами согласен. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был врач-анестезиолог и реаниматолог Республиканской клинической больницы номер 3 Акулина Степановна Федотова. Благодарю вас за интересную и содержательную беседу. Хочется присоединиться ко всем пожеланиям, которые вы сказали и в адрес пациента, и в адрес ваших коллег. Ну, лишь добавить еще раз, да, чтобы не было такой причины, чтобы вы попадали к реаниматологу, но за исключением, возможно, каких-то плановых вещей, где требуется вмешательство анестезиолога. Поэтому вам успехов желаю в вашем труде, Спасибо. вашим пациентам, конечно, крепкого здоровья. На этом выпуск программы «Якутия в деталях», проект «Мой доктор» подошел к концу. С вами был Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем то, о чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всем здоровья и удачи!